Врач лечит человека, а ветеринарный врач оберегает человечество. Известные слова русского ветеринарного врача Сергея Степановича Евсеенко хорошо отражают жизненную стезю Иннокентия Ильича Бочкарева, посвятившего всю свою жизнь ветеринарной медицине. Он начинал трудовой путь ветеринаром совхоза Верхнеколымский, затем ветеринаром и управляющим крупного совхоза Намский, потом лаборантом на сельскохозяйственном факультете ЕГУ и ЕНИСХ, откуда был командирован в аспирантуру во Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии имени Коваленко в городе Москва. Бочкарев Иннокентий Ильич родился 13 ноября 1948 года в живописном месте селе Юдейцы Намского района в семье рабочего совхоза. Его отец, Бочкарев Илья Семенович, ветеран войны, был инвалидом. Иннокентий Ильич 8 лет учился в Юдейцах, а десятилетку закончил в Намцах, работая с 10 класса в совхозе. Обучаясь на сельскохозяйственном факультете Якутского госуниверситета, познакомился с будущей женой. Женился на ней по сильной взаимной любви на 3-м курсе. Через год у них с Елизаветой Семеновной родилась дочка Тояра. В 1973 году супруги получили дипломы и поехали работать в Верхнеколымский район. Елизавета Семеновна учителем русского языка и литературы, а Иннокентий Ильич ветеринаром. В 1975-м у них родилась вторая дочь Нюргуяна. С 1979 года, возвратившись с семьей в Якутск, Иннокентий Бочкарев связывает свою жизнь с ветеринарной наукой. В 1985 году успешно защищает кандидатскую диссертацию в Москве. Затем по 90-й год работает в отделе ветеринарии ЕНИСХ на должности старшего научного сотрудника. С 90 по 94 Иннокентий Ильич – доцент кафедры анатомии и хирургии Якутского сельскохозяйственного института, впоследствии ЕГСХ, а с 94 по 96 докторант Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, где в декабре 96-го под руководством заслуженного деятеля науки России Татьяны Артемовны Шибаловой успешно защищает докторскую диссертацию по эпизоотологии криптоспоридиоза. Он к нам пришел из производства ассистентом по паразитологии. И вел у нас занятия, и обычно в перерывах вон там, весна была туда, и мы выходили, там разговаривали, и мы как-то незаметно с ним подружились. И однажды получаю от Иннокентия Ильича письмо, да, и он мне посоветовал, чтобы я зря время вон там не тратил на собирах, да, и потихоньку надо мне переводиться в якутский НИСХ. Одно письмо Иннокентия Ильича, да, изменило мою всю жизнь. Я подготовил 8 кандидатов ветеринарных наук и одного доктора. Иннокентий Ильич очень был такой он был щепетильный, аккуратный. И тот диссертационный совет, который принял мою работу, да, находился в тупике, и Иннокентий Ильич мне тогда сказал: все, хватит, идем к Урбану. В ту пору работала Шибалова Татьяна Артемовна, она научный руководитель Иннокентия Ильича по криптоспоридиозу, это докторская диссертация его. И я
поехал в Ленинград, и там меня очень хорошо приняли. Я около года вот пробыл у них там, немножко подправил, и Урбан Валерия Петровича я в 99-м очень успешно сочтился. Иннокентий Ильич, если бы не он, я бы даже и не отчислился бы. И он 2-3 года вон там учился в очной докторантуре. Я к нему 2-3 вот раза заезжал. Обычно в то времена очень у нас был туго с деньгами, с финансами. Но мы как смогли, вот ему помогали здесь, заключали договора с хозяйствами. И Иннокентий Ильич, конечно, в ту вот пору, наверное, подорвал здоровье свое. Потому что я вот видел, что он питался одной селедкой и черным хлебом. И чай черный. И все. Вся дальнейшая его карьера неразрывно связана со славными годами роста и укрупнения якутской ГСХ. Здесь он проходит путь от заведующего кафедрой паразитологии факультета ветеринарной медицины до проректора по учебной работе и первого проректора ЕГСХ. Научная деятельность Иннокентия Ильича Бочкарева связана с изучением актуальной проблемы – протозойных болезней животных. Впервые в ветеринарии им разработан и внедрен принципиально новый способ профилактики и лечения паразитарных болезней с использованием рекомбинантного иммуномодулятора. Им опубликовано более 100 научных работ, которые включены в инструкции и нормативы Департамента ветеринарии Минсельхоза России. Его научно-методические рекомендации внедрены в систему ведения АПК Республики Саха-Якутия и в учебный процесс вузов страны. Будучи опытным педагогом высшей школы, в своей работе внедрял новые методы творческого мышления у студентов, неразрывно сочетая теорию с практикой, как неотъемлемой частью профессиональной подготовки студентов. Под его непосредственным руководством выполнялись актуальные научные работы по проблемам особо опасных протозойных и инфекционных болезней животных. Эти его работы, они уникальные, потому что на северо-востоке никто, Российской Федерации, никто этой проблемой не занимался. Поэтому он был крупным специалистом, и мы с ним во многом в этом вопросе советовались, и он внедрял свои разработки и ветеринарию, и давал студентам знания, давал знания аспирантам, давал знания дипломникам, продвинутым студентам, которые хотят заниматься этой проблемой, давал производственникам интересные советы. Он к своей работе относился с большой любовью. И мне всегда казалось, что вот если человек так любит свою работу, свою научную тему, то что-то получается. И я в этом не ошибся, потому что вот одним из тех, кто привил мне, да, вот любовь к своей работе, к своей научной деятельности, это Иннокентий Ильич Бочкарев. Институт семьи он очень берег, и как человек, вот, знающий древние традиции, он всегда рассказывал, вот как надо вести себя в той или иной ситуации. Это очень дорогого стоит. Он очень ответственно относился к проведению занятий, причем каждодневно. Да? Мы знаем, что по темплану одни и те же занятия. Да? Он готовился именно как раз по публикациям местных ученых, особенно по ветеринарным дисциплинам. Публикации местных ученых имеют важное значение. Щедро делился своим опытом работы.
Поэтому я считаю, что Иннокентий Ильич у нас был наставником. Он прививал молодому поколению профессорско-преподавательского состава. Я считаю, что это было очень оптимальным и эффективным методом. И видя вот все это дело, да, ты автоматически хочешь быть похожим на него. Иннокентий Ильич – человек, который, я думаю, что определенную роль сыграл именно в становлении меня как человека, как ученого, как педагога. Да? Когда мне было 17 лет, я когда поступал в сельскохозяйственный институт, я подал документы на 2 направления – зоотехния и ветеринария. И когда я прошел все экзамены, и когда выбор стал, кем я буду, Иннокентий Ильич меня позвал, прямо в старом корпусе, в первом этаже, мы когда разговаривали, он говорит: вот если станешь ветеринаром, у тебя всегда будет хлеб. И я почему-то в то время хотел стать зоотехником. Но он убедил меня, и я думаю, что есть определенные люди, которые дают человеку направление, по которому он должен пойти. И сейчас, вспоминая Иннокентия Ильича, я очень благодарен в том отношении, что он меня направил именно в сторону ветеринарии. И когда я деканом был, вопросы по ветеринарии у нас были всегда в преимуществе, потому что он, когда работал первым проректором, он все равно в любом случае я поддерживал. И в отношении студентов, и в отношении материальной базы, и в отношении работы по направлению ветеринарии, да, мы всегда чувствовали его поддержку. О человеке помню, когда его не стало. Думаю, очень плохо, потому что, оказывается, вот сейчас я понимаю, что людей надо всегда поддерживать, всегда уделять внимание. Вот. Сейчас я сожалею, что такого мы никогда не делаем. Он очень прямолинейный человек. Вот что-что, но он может сказать, что полностью охарактеризовать человека, полностью сделать прогноз по человеку, но у него такая натура, он мог предвидеть людей именно, что представляет себя вот этот человек. И вот сейчас я могу сказать, что хочу обратиться к внукам Иннокентия Ильича, детям Иннокентия Ильича, да? В те времена, когда Леонид Николаевич был ректором, да, без Иннокентия Ильича, я думаю, что в академии такие строительства, такие работы не проводились бы. Потому что, не имея тыла, как Иннокентий Ильич, невозможно было сделать такую большую работу. И вот по истечению времени можно сказать, что именно когда Иннокентий Ильич работал первым проректором, была самая сильная команда. И родственники Иннокентия Ильича должны гордиться, что именно благодаря Иннокентию Ильичу у нас были такие большие успехи и в институте, и в академии. Иннокентий Ильич, он человека как-то заранее видит, какой человек. Каким он, вот у него что должно быть. Вот после разговора, после этого он понимает, допустим, принимает вот правильное решение. Хотя документов не было, он нам сказал, надо вот этого студента принять. Вот это я очень хорошо помню. Мы не хотели принять, потому что у него документов не было. И через кого-то они вот привезли вот этот документ, он взял. И он, по-моему, очень хорошо закончил. И сразу его рекомендовали на аспирантуру. Сейчас он стал доктором наук. Любимый человек, который работал во благо
высшего аграрного образования – это становление нашего высшего образования в виде сельхозфакультета, сельхозинститута, сельхозакадемии. И сейчас аграрный университет. И везде он был на ключевых позициях деятельности. Будучи студентом сельскохозяйственного факультета, был активистом, был одним из студенческих лидеров. Пусть это будет комсомол, пусть это будет студправком, пусть это будет общественная деятельность. Но особо, будучи студентом, он отличился в художественной самодеятельности, был одним из лучших солистов, исполнителей якутских песен и на русском языке, но в основном он исполнял очень хорошо якутские песни. И это его пение как-то давалось очень от него так легко, непринужденно и творчески так вот, и очень доступно, понятно. И это говорило о том, что он вырос, воспитывался очень красивой природой, одаренной природой земле, этой земле Юдея. Проработал где-то 19 лет проректором. В это время он руководил очень таким трудным направлением. Это образование, это общее руководство академией, так как, будучи первым проректором, на его мудрости проходила аттестация, аккредитация, лицензирование нашего высшего учебного заведения. И он с этим справлялся. И надо сказать, что все крупные мероприятия тоже, которые проходили в ВУЗе, пусть это будет посвящение первокурсникам, пусть это такие мероприятия, как юбилейные, студенческие мероприятия, везде Иннокентий Ильич все держал под контролем, на пульсе все. И поэтому мне руководить вузом было очень легко, потому что я ему очень доверял. Не то, что доверял, я даже не обращал внимания, что это может быть здесь какая-то проблема. Иннокентий Ильич эти вопросы решал. Даже он нас не информировал. Он все решал самостоятельно, автономно. Настолько мы работали, знали, кто за что отвечает. Это уже распределено было. И Иннокентий Ильич очень хорошо справлялся. И он был человеком таким вот. К себе он относился как аскет был. Поэтому ему ничего не надо было. Он ничего не просил для себя. Ничего. Просто ему не надо было мешать работать. Даже когда я уезжал в командировку, иногда я чувствовал, что моя команда работает лучше, когда я в командировке. Потому что я им не мешаю. Потому что задачи были поставлены ясно, уже четко заранее. Месяц отсутствовал, приехал. Тут они столько сделали, что я даже подумал, что без меня иногда они даже лучше работают. Такое даже вот такое у меня представление было. И я Иннокентия Ильича назвал. Иннокентий Ильич – это внутренний ректор. Мы в своей деятельности, конечно, были очень близкими. Это Иван Савич Решетников, наш общий учитель. Иван Савич – это человек очень мудрый, человек очень такой вот внутренним таким большим содержанием мудрости и якутской философии. Иннокентием Ильичем я
знаком в начале 90-х годов, когда он начал работать у нас. 9-го года я вот начал работать проректором по хозяйственной работе. И мы уже начали очень тесно, и каждый раз вот согласовывая, мы вместе начали работать с Иннокентием Ильичем. Иннокентий Ильич очень такой конкретный, открытый человек был. Всегда он помогал, всегда он подсказывал. Ну, на все вопросы у него всегда были ответы. Иннокентий Ильич не только вот как ученый, он еще очень практически знал все хозяйственные работы. То, что забывать мы откуда вышли. У него вот ответы, которые вот на все мероприятия, проводимые вот в нашей академии, помогал, и всегда мы вместе были. Даже вот те хозяйственные работы, вот посадка деревьев, мы в свое время даже рекорд устанавливали. Вот в течение года мы садили более 7000 саженцев. Тогда объем города был всего вот 6000. А озеленение, то, что вот вокруг, внутри территории академии и также вот прилегающие улицы, наши студенты, наши сотрудники делали. И помимо этого мы много таких спортивных мероприятий проводили. Игры оленеводов, конные скачки. На конных скачках он тоже очень хорошо помогал, то, что он был председателем комиссии по замеру якутских лошадей. И во главе комиссии, состав комиссии был доктор наук Иван Николаевич Винокуров, также вот Капитонов Александр Афанасьевич. И все вопросы, когда вот спорные были, он тут проблемы все решил. Но как Иннокентий Ильич стал председателем комиссии, все эти вопросы стали как-то более объективно. И все были довольны. Сами хозяева, сами вот лошадники, сами всегда были довольны решениями Иннокентия Ильича. И действительно, вот все такие спорные моменты он снял. Во время проведения скачек тоже вот он подсказывал, как надо вот быть и как решить вот такие проблемы. Первый заместитель, всегда он нас объединял и всегда говорил, что мы должны объединиться вокруг одного человека, вокруг своего ректора. Вот то, что ректор вот стратегию нам делает, мы все это должны выполнять. Это в жизни нашей вот академии. И действительно, академия процветала. Академия по всем культурной, спортивной, ну, во всех мероприятиях академия стояла вот авангардом. На выборах в академии, в Тюмени и в городской думе всегда были свои депутаты. Так, ну, помимо этого, Иннокентий Ильич мне дал, как ученый, тоже большой задел, то, что я вот защитился кандидатской диссертацией. И действительно он настаивал, чтобы я защитил кандидатскую по сельскохозяйственным наукам. С Иваном Николаевичем он отправил нас на стажировку в Российский научно-исследовательский институт коневодства. Это есть и заслуга Иннокентия Ильича, и как руководителя вот, научной работы Владимирова Евгения Николаевича. Действительно, то, что мы отработали по конным скачкам, по этим мероприятиям, мы своеобразно мы подвели итоги. Так. Ну, еще вот хочется сказать, Иннокентий Ильич в последние годы он болел, но он не показывал. Он всегда был оптимистически настроен, всегда нас, не говорил он, даже за двое суток, мы почти вот больше часа мы разговаривали. Он, я думал, и давал понятие, что он
будет жить, работать. Мы не верили. Я получил действительно шок. Сейчас вот среди нас Иннокентия Ильича нету. Иннокентий Ильич всегда у нас среди нас не хватает. Мы, наверное, каждый раз это ощущаем. Иннокентий Ильич заранее, вот немногословно, он всегда точку говорит. То место, ну, большой город всегда человека учит. Если вот активный, то он всегда свое место найдет. Наверное, будут они жизненной кредой, наверное. Вот это его слова. Человеком очень конкретным, с ним было очень легко работать, потому что он ставил задачи и требовал их выполнения. Но мы с ним очень много работали. При этом он, конечно, тогда мы были молодые более, он много советовал, рассказывал. И у него вот, я всегда восхищалась в том плане, что ум был у него такой якутский ум, сахалы, да, поэтому он умел все как-то так рассудить, все было логично, на перспективу. Затем он долгое время работал первым проректором. Конечно, наш факультет, в связи с тем, что он так безвременно ушел, мы потеряли хорошего руководителя. Будучи здесь, работая в последние годы профессором на кафедре, он постоянно работал членом государственной экзаменационной комиссии. Ну, всегда от него шло какое-то что позитивное, на развитие и так далее. Нам, конечно, будет Иннокентия Ильича очень не хватать, но у него есть ученики, есть паразитолог у нас, который будет вести, как нам завещал Иннокентий Ильич, паразитологию. В последние дни он с нами разговаривал, мы говорили с ним, он заходил в деканат, мы с ним много раз беседовали, поэтому это, конечно, для нас большая утрата. Ильич все время требовал явку студентов, также выполнение заданий очень тщательно проверял, оценивал справедливо дисциплину от студентов, до последнего вел занятия. Вот. На первом месте у него было занятие, и вот если какие-то оценки, сказал, что это оценка моя, поставлена доктором наук, пусть эта оценка такая будет. Даже если кураторы, допустим, ходили к нему, что-то просили, то есть он вот свою оценку правильно учитывал. Вообще, внешне все думали, что он очень и очень строгий человек, да? И иногда вот спрашивали, вот как ты работаешь с ним, потому что он такой очень строгий, да. Я очень и очень сильно удивилась тогда, когда мне такое сказали, потому что я его знала как очень четкого и рассудительного человека. Как руководитель он всегда брал ответственность на себя в любой ситуации, и я думаю, что вот внутренне он себе давал отчет, что это он ответственный за любые какие-то просчеты небольшие, да, ошибки. Он был очень требовательный и любил, чтобы любая проблема, любая задача была от А до Я проработана, вся спланирована, и мы спокойно работали по плану. Мы сперва обсуждали, все раскидывали по полочкам и после этого спокойно разрешали ситуацию. Иннокентий Ильич был очень основательным человеком. Он никогда не менял своих решений, принятых решений. Раз приняли решение, все, мы должны по нему идти. Ну, а я в этой команде на втроем вот, Иван Савич, Иннокентий Ильич. Я занимал позицию исполнителя, как бы быстро делать. Это находить финансы, это что вдохновлять людей вот, и запускать механизм. А остальное все, конечно, делали люди, но непосредственно этим незаметно управлял Бочкарев Иннокентий Ильич. Мы даже как-то сидели и говорили, вот, мудрость, основательность, стремительность. Это черты наши. Это первая мудрость, это Иван Савич. М получается мудрость. Иннокентий Ильич основательный, основательность. О. Ну, а меня они называли стремительный. Все быстро делаешь вроде.
Поэтому получалось, что буква «С». МОС. МОС получалось это. И как бы пока мы все вместе, у нас будет все в порядке, думаю. Ну, и всегда, когда уезжали в командировку, Иннокентий Ильич уедет, то Иван Савич шутя говорил: Иннокентий Ильич, вот ты уезжаешь в командировку, я тебе даю дух, а не бахсы. Он тебя будет оберегать. И обнимал и говорит: все, дух бахсы с тобой, я тебе его отдал. Говорит. Ну, попросил, чтобы он тебя сопровождал. А когда ты приедешь, он перейдет ко мне, брат. Также, когда я в командировку уезжал, Иван Савич тоже так поступал. Это у нас было такое вот наше общее. Никто об этом не знал. Мы сильно не декларировали. Но это часто бывало, когда мы сидим. В основном мы собирались у Иннокентия Ильича на даче. Елизавета Семеновна очень хорошо готовит. Особенно колымская из Арылаха караси очень вкусные, которые отправляла мама Елизаветы Семеновны Акулина. Акулина тоже очень мудрая женщина. Иннокентий Ильич очень уважал Акулину и говорил: вот эта женщина, несущая житейскую философию. И что она говорит, всегда исполняется. И она очень соблюдает вот эти такие вот сертон. Это у нас называется у якутов. Вот это все она соблюдает. И всегда она как бы умеренность во всем. Она вот поддерживает. И Иннокентий Ильич многому учился тоже философию народной жизни, вот эти, вот Акулины. И нам было очень приятно у Иннокентия Ильича на даче, очень просторно, за большим столом. Сидим и беседуем непринужденно, едим карасей, едим строганину, едим иногда вот сахатину, бывает, иногда ленину. Очень хороший семьянин. В семье у него все так на своих местах в доме все находится. И приятно было у Бочкаревых в семье побывать. Мы даже с Иваном Савичем говорили: когда же пойдем в Бочкареву? Работали в Якутском министерстве сельского хозяйства, когда институт располагался еще в старом корпусе. Иннокентий Ильич вот всегда вот помогал советами. Мы вот часто бывали у него в академии, на третьем этаже у него был свой кабинет. Раньше у него было очень много вот обязанностей в связи с занимаемой должности. Но он вот находил вот время, очень радовался, когда мы бывали вот у него в гостях. Обычно мои труды по протозоологии будут еще много лет путеводной звездой для студентов и для ученых нашей республики. Добрая память Иннокентию Ильичу. Мы его никогда не забудем, нашего вот друга, коллегу. Я работала на своем факультете заместителем декана по воспитательной работе, и мы с Иннокентием Ильичем очень много контактировали, работали совместно. Это были вопросы учебного характера, воспитательного характера, кураторский вопрос. Надо сказать, что Иннокентий Ильич был достаточно принципиальным человеком и справедливым, особенно в вопросах воспитательного характера. Но студенты народ такой иногда
нужно было их держать в ежовых рукавицах, его все уважали, и его мнение ставили всегда выше. Мы разговаривали о прошедшем, там, о наших годах в Москве, вспоминали. Ну, а затем медленно, постепенно заходили, как бы между прочим, уже к сложным темам, вопросам развития нашей академии, вопросам развития студенческой науки, вопросам развития аспирантуры и так далее. И тут у всех были особые такие взгляды. А Иннокентий Ильич за что возьмется? Оно было умеренное, да, но всегда результативное. Были свои какие-то, если предложения, они были очень основательны, обдуманные заранее, с кем-то он, может, еще советовался. Но вот в наших таких вот встречах основательных, в основном переговоры, можно сказать, проходили у Иннокентия Ильича. Все серьезные вопросы, касающиеся и строительства, касающиеся новых, в каком мы направлении будем решать вопросы, мы обсуждали у Иннокентия Ильича. И легко было. Иннокентий Ильич очень любил своих детей и внуков. «Никакие курорты мне не нужны. Лучший отдых для меня – это отдых на даче с семьей», – всегда любил говорить он. Иннокентий Ильич отдал всего себя семье и работе, оставаясь преданным им до конца. Он пользовался огромным авторитетом среди коллег, был примером для студентов. Его жизненный оптимизм, превосходное чувство юмора, доброжелательность, простота в общении создавали вокруг него особую атмосферу. На праздниках мог удивить друзей и коллег прекрасным и проникновенным исполнением песен на родном языке. Вместе с тем, Иннокентий Ильич был требователен не только к себе, но и окружающим, любил во всем порядок, точное исполнение всех положений, не принимал вероломства в своем кругу, был справедлив, уважал вышестоящее начальство, но никогда не выслуживался. Работать коллегам с ним было легко и приятно. Он мог всегда помочь им советом. Потеряли очень хорошего человека, которого уже никогда не увидим, с которым мы работали, очень надежного человека. О нем можно много рассказывать. Он, если с кем дружит, то навечно дружит. Такой он был человек. И самое он ценил человека, чтобы его не предавали, чтобы его не обманывали, чтобы его не обводили вокруг пальца или что-то такое. Если один раз Иннокентию Ильичу поступить с ним так, то он никогда с этим человеком больше, как говорится, в разведку не пойдет. Кажется, да? Вот на таких людях держится фундамент, основа нашей жизни, на таких характерах, И я скажу, что Иннокентий Ильич был правильным человеком. Вот это главное. Правильный человек был. И делал он все правильно. Иннокентий Бочкарев, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Саха-Якутия, академик Петровской академии наук и искусств, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, почетный гражданин Намского улуса, отличник образования, почетный ветеран системы образования Республики Саха. Светлая память об Иннокентии Ильиче Бочкареве, человеке редкой честности и порядочности, твердой мужской харизмы, отзывчивой, умеющей приободрить и зарядить энергией личности, навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и коллег. Если бы мы все жили так же правильно, как Бочкарев, то наша жизнь была бы совсем другой. Но мы будем его вспоминать. И для того, чтобы быть правильными, нам нужны такие люди, как Иннокентий Ильич.
de ti.